Что такое плотность? И почему нам необходимо ее аннулировать или уменьшить? Тогда возникает другой вопрос. Каким образом это можно сделать? Данный вебинар раскроет эти вопросы. Приглашая вас на этот вебинар, я должна предоставить вам некоторые объяснения. Жизнь, существующая за пределами воскресения, требует от нас начать готовиться к ней сейчас. Этот уровень является поистине великим достижением. Сейчас большинство нашей семьи света находится на одном из уровней воскресения или на пороге воскресения. Жизнь за пределами воскресения — это жизнь, которую я также называю жизнью в непорочном белом свете. Я также говорила о том, что здесь нам становятся доступными энергетические ресурсы тахионов. Этот цвет похож на жидкие бриллианты. В процессе сотворения вами этой реальности вся окружающая вас жизнь начинает обретать качество этой реальности. Эта реальность пока еще не достигнутая всей космической жизнью. Она активируется по мере того, как мы занимаемся нашей подготовительной работой. В связи с этим становится весьма актуальным вопрос плотности. Жизнь по своей природе безгранична. Плотность возникает лишь в том случае, когда у жизни появляются ограничения. Мы с вами уже говорили о том, что субстанция, из которой состоят строительные блоки жизни, зависит от реальности, в которой мы находимся. Существуют строительные блоки жизни, присущие состоянию божественности. Большинство людей живет в состоянии отождествления себя с эго. У реальности воскресения более усовершенствованные строительные блоки. Они уже не двойственны по своей природе по сравнению с строительными блоками, существующими в менее развитых реальностях. Тем не менее, они находятся в движении. Каким образом они движутся? Они движутся между границами вашей реальности, отскакивая то от одной, то от другой пограничной стены. Если вы живете в ничем не ограниченной, безграничной реальности, то тогда не существует никаких стен, от которых они могли бы отскакивать. Они просто движутся в пространстве вечности. Именно это является совершенно непостижимым для ума. Частицы не неподвижны, но при этом они не движутся линейным образом между двумя точками. Ум к такому не привык. В результате, в данной ситуации практически не остается никакой плотности. Мы можем рассмотреть вопрос плотности с разных сторон. Мы можем сравнить ее с пробкой в дорожном движении, созданной строительными блоками жизни, ввиду их избыточного скопления в ограниченном пространстве. Как пример, давайте рассмотрим состояние самоотождествления с эго, состояние полярности. На этом уровне мы начали работать с Билваспата. Билваспата развивается вместе с нами. Благодаря Билваспата мы узнали, что противоположные свет и частота привлекаются друг к другу. Строительные блоки этого уровня созданы из света и частоты. Свет и частота создают друг из друга форму крохотного колеблющегося креста. Вертикальная ось — свет, горизонтальная ось — частота. У них есть позитивные и негативные полюса, две противоположные точки линии. Когда они взаимодействуют вместе, негативная сторона колеблющегося креста одной частицы притягивается к позитивной стороне колеблющегося креста другой частицы. Таким образом, они группируются вместе, создавая друг из друга веревки. И именно эти формирования представляют собой то, что я называю пробками. Они состоят из систем убеждений и оценочных суждений. Оценочные суждения создают полярность.
Системы убеждений определяют жизненные явления как хорошие или плохие. Системы убеждений создают оценочные суждения. Оценочные суждения поляризуют строительные блоки жизни, которые затем склеиваются вместе, создавая друг из друга кластеры, веревки. Мы говорили с вами о том, что в сознании двойственности мы с вами находились на плоском диске жизни. Космическая жизнь была подобна диску, совершающему бесконечно повторяющиеся круговые движения. Ему приходилось проходить сквозь эти веревки. Наша осознанность должна была двигаться через эти веревки, состоящие из субквантовых частиц, и это послужило нам во благо. Благодаря преодолению противодействия жизнь становится сильнее. Мы стали сильнее. Мы были похожи на маленьких цыплят, которым необходимы усилия для совершения прорыва сквозь яичную скорлупу. Таким образом, они набирают силу для дальнейшей жизни за пределами яйца. Бабочка преодолевает стены кокона с липкой субстанцией, связывающей ее крылья. В состоянии самоотождествления с эго мы укрепляемся, набираем силу для жизни за его пределами. На выходе из состояния воскресения вы уже высовываете свою голову из своей инкубационной камеры, из своего яйца, и затем вы окажетесь за его пределами, в безграничной реальности непорочного белого света. Яйца больше нет. Плотности больше нет. Из нее была создана ваша инкубационная камера, которая фактически была вашей временной тюрьмой. Теперь нам с вами понятна природа плотности. И мы знаем о реальности, находящейся за ее пределами. В этой новой реальности нашей жизни больше не будет плотности. Теперь давайте рассмотрим реальность воскресения. Реальности воскресения присуща совершенно другая форма частиц осознанности. Частица воскресения представляет собой единую сферу, объединяющую в себе свет и чистоту. Это частица тонового сияния. Свет и чистота объединены в одно целое, тем не менее они сохраняют присущие им качества, взаимодействующие между собой в гармоничном сотрудничестве. Плотность возникает в результате жизни в согласии с системами убеждения, которых, возможно, мы все еще придерживаемся. Несмотря на то, что мы воскресшие существа, тем не менее, если мы культивируем систему убеждений, связанные с возрастными изменениями и смертью, этим самым мы создаем соответствующие строительные блоки в нашей окружающей среде, которые материализуют для нас данные системы убеждения. Вы всегда получите то, во что вы верите. Таким образом, плотность возникает в результате активации старых программ, удерживаемых в частотных компонентах частиц и интерпретируемых их электрическими компонентами. Плотность создает интервал между причиной и следствием. Реальность высшей магии, к которой вы стремитесь, фактически полностью аннулирует интервал между причиной и следствием. Лишь ваши системы убеждения могут его воссоздать. Например, если вы порезали руку, соедините кожу на месте пореза и будьте полностью уверенными в том, что порез исцелится сию секунду, и он исцелится сию секунду. Если вы предположите, что для исцеления вам понадобится множество дней или недель, то именно так и будет. Таким образом, в состоянии воскресения плотность может быть создана лишь искусственным путем. Плотность в состоянии самоотождествления с эго является коллективным созданием человечества. В состоянии воскресения у вас есть возможность подняться выше человеческих масс. Ваш жизненный путь может стать циклом грациозных раскрытий, который приведет вас на весьма грандиозную эволюционную ступень, пребывающую за пределами воскресения. Вы окажетесь в реальности безграничного существования, в котором высшая магия будет мгновенно материализовывать ваши намерения. Любимые мои, это весьма ценная и своевременная тема для нашего изучения. Давайте устраним в своей жизни всякую плотность и приготовимся к грациозному и легкому самораскрытию.